Всем привет! Сегодня в штабе татар проводят ифтар для башкир. Сейчас мы пойдем и спросим у гостей, как их впечатления, да и вообще познакомимся с ними поближе. У нас в гостях в штабе татар и башкир Москвы впервые наша Альбина. Альбина, расскажи, пожалуйста, откуда ты? Я из города Туймазы. Альбина, расскажи, есть у тебя какое-то фирменное блюдо башкирское, о котором ты бы могла рассказать? На самом деле, хочется, пользуясь возможностью, хочется поблагодарить за такой прекрасный ифтар. Было очень здорово, очень вкусно. Всем большое спасибо. На самом деле, наверное, у меня нет какого-то любимого блюда, потому что как и башкирская, так и татарская кухня, они уникальные, и они вкусны сами по себе. Есть у тебя какие-то дома традиции, которые вы вот на ифтар делаете? Тоже каких-то устоявшихся традиций нет. Само по себе ифтар уже как бы является большим событием, потому что приходят много гостей, много родственников. Само по себе очень приятно проводить такие мероприятия, и ты вкладываешься душой. Поэтому, наверное, просто само как проведение ифтара является уже традицией. Финики каким продуктом можно заменить? Ой, на самом деле не знаю, но я сама пост не держу, но у меня очень много друзей, кто держит, и они часто заменяют чем-то сладким. Например? Например, ну не знаю, батончиками, орехами, возможно. Что ты пожелаешь нашим друзьям во время этого ифтара? На самом деле держать пост это очень сложно, это во благо хорошей цели, но это очень сложно, поэтому я просто пожелаю всем большого крепкого здоровья и душевных благ. Откуда вы? Расскажите. Башкортостан, Хайбула районы. Менің есімім Газнур, менің 26 яш. Мен Москвада 9-шы елмін. Аспирантуралы 3-й курста оқып беремін. Мен родился в Уфе, родом с Салавского района, с Челябинской области. Менің есімім Камиль, мен Газнур Хамак, Хайбула райондан. Вы первый раз в штабе? Второй раз. Первый раз пару дней назад был. Как узнали о штабе? Я первый раз узнал через своего друга Арслана. Вот он пригласил. Как первое впечатление? Интересно, понравилось. Нравится такой формат, когда есть и взрослые, и молодежь. Есть какие-то поучительные рассказы со стороны старших. Это всегда полезно. Удалось с кем-нибудь познакомиться, контактами обменяться? Совсем познакомиться не удалось, но пару ребят, да. Вот как считаете, для чего вообще проводить такие вот мероприятия? Для консолидации, скажем, татаро-башкирской молодежи в Москве. Как часто бываете на ифтарах? Каждый день приходится есть, поэтому каждый день ифтарим где-то. А куда еще ходите? Секрет. Куда позовут? Да. Есть ли в вашей семье какие-нибудь традиции и какое у вас любимое башкирское блюдо? Банально, как у всех, наверное, там в свободное время выехать куда-то, в кругу семьи посидеть, что поесть. Любимое башкирское блюдо. Любимое блюдо, которое бабушка приготовила, это бишбармак. Какая самая красивая мечеть, по твоему мнению? Она в Москве находится или в Уфе? Вообще, самая красивая мечеть для меня, конечно, в Казани. Я думаю, самая красивая мечеть будет Ар-Рахим в Уфе, когда ее достроят, иншаллах. Ой, молодец! Да, мы все надеемся, что эту мечеть, конечно же, в будущем достроят. Молимся все за это. Бүгін біздің штаб татар и башкир Москвы в гостях Суфия Апай. Суфия Апай, скажите, пожалуйста, вы первый раз у нас сегодня? Беренче тапкыр әйе, һаумыгыз хәерле кис барыгызга. Әйе, бүген беренче тапкыр штаб татар yerine килдем ифтарга. Луизаның сакыруы буенча зур рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт, что вы пришли к нам в гости. Как ваши первые впечатления вообще? Можете рассказать, как часто вы ходите на ифтары и куда ходите? Безнең үзебезнең башкорт сообществосы тоже бар инде. Без ифтарларга йыелабыз, мәсәлән, елда зур итеп катын-кызлар ифтары итеп үткәрә Айгөл исемле Башкортстан кызы, Әбиялел районныкы. Бәлки ишеткәнегез дә бардыр. Булганыгыз да бармы? Әйе. Айгөл бик кужына, бик матур итеп үткәрә, шунда ифтарларда булабыз. Һәм дә тагы ла шатер Рамадан сатырында булып торабыз ифтарларда. Унда тоже Башкортстан Республикаһы көндәре итеп үткәрелә. Бик йөкмәткеле, күп белем алып кайтабыз. Зур рәхмәт. Менә бүген тоже ифтарда күп һорауҙарға яуап бирде хәҙрәт. Матур итеп, төплө, ныҡлы итеп тыңланыҡ. Ҙур рәхмәт. Ифтардар
Bilimde nığıtalar, şunuhu bütün yaqtan heybet indi. Hem tağla köp tanıştık, anlaştık, bir-birimiz bilen höyleşip ultırdık. Onu hıla zor, mena özümüzün bir nise kişini tanışıp, telefonlar alışıp, faydalı tanışılar ötті bugün. Суфия апай, айтыңыз, пожалуйста, нинди һеҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәр һеҙҙең ғаиләгеҙҙә бар? Безнең гаиләбез Башкортстанда туып үсеп, Мәскәүдә әҙ генә йәшәйбез инде, күптән дә килмәнек. Ғөрөф-ғәҙәттәр шундай башҡорт ғаиләһендә. Олларҙы ихтирам итеү, иң беренсе шуны инде атайҙы, әсәйҙе, менә минең үҙемдең әле әсәйем иҫән һау, Аллаға шөкөр. Әсәйҙәрҙе, атайҙарҙы ихтирам итеп, яндарына йышыраҡ ҡайтып, ул үҙе бер ғөрөф-ғәҙәт. Шунан һуң телде белеү, үҙ телеңде, тыуған телеңде белеү, ғөрөф-ғәҙәт. Балаларымды, Аллаға шөкөр, башҡортса һөйләштереп үҫтерҙем. Әле лә башҡортса һөйләшәләр, инде ейәнем башҡортса һөйләшеп үҫә. Шунан икенсенән ғөрөф-ғәҙәттәр, Рамадан айында тырышабыҙ мотлаҡ урада тоторға. Шунан былай көндәрҙә мәсеттә булырға, уныһы ғаиләбеҙҙең ғөрөф-ғәҙәтенә ингән. Унан һуң тағын ниндәй ғөрөф-ғәҙәттәр? Мосолман байрамдарын барыһын да тәбрик итеп ҡаршы алып торабыҙ. Уныһы ла ғөрөф-ғәҙәттәр инде. Тағын нисек тип әйтәйем икән? Бөтәһе лә шулай ғәҙәтенсә инде, үҙебеҙҙең башҡорт халҡыбыҙса йәшәйбеҙ. Есть мечети, в какие вы ходите в Москве, в Уфе, посещаете? Какие для вас самые красивые мечети? Мәскәүҙә менә төп мәсеткә, Соборная мечеть, шунда йөрөйбөҙ инде, булабыҙ йыш ҡына. Шунан һуң Владыкина янындағы мәсеттә һәм дә Шатер Рамадана булғас, шунда йышыраҡ булырға тура килә. Мәсет бик матур. Тыуған яҡтарға ҡайтҡанда Уфаға туҡтап, Өфө үҙебеҙҙең баш ҡалабыҙ, туҡтап, ҡыуанып, Тюльпан, Ләлә Тюльпан мәсетендә булабыҙ. Туҡай мәсетендә булғаныбыҙ бар, но дөрөҫөн әйткәндә, унда 2 генә булғаным бар. Һуңғы 5-6 йыл барманым әле, менә тура килмәне, но Ләлә Тюльпан мәсетендә туҡтап, инеп сығып, ҡайтабыҙ инде. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь напутственные слова для молодежи во время Рамадана. Во время, нисек тип әйтәйем, Рамадан айын беренсе генә ҡаршыламайбыҙ, йәштәрҙе күҙәтеп киләм, бик матурҙар, бөтөнһө лә урада тотоп, йәмле итеп, йәш саҡтарынан Рамадан айын үткәрәләр, ҡыуаныс. Дөрөҫөн әйткәндә, беҙ йәш саҡта, беҙ улай урада тотоп, Рамадан айҙарын ҡаршыламаныҡ, әҙерәк үкенес булды инде, шундай үкенес бар. Хәҙер шундай матур дауам итергә, шул традицияларҙы, шул ғөрөф-ғәҙәттәрҙе теләйем йәштәргә, дөрөҫ юлдан барырға, әсеү тартыуҙы ташларға. Ну, хәҙер йәштәр ул яҡҡа бик афариндар. Айдар, расскажи, пожалуйста, откуда ты родом? Я родился в Оренбургской области, в Абдулино. Вот, ну, это граница с Башкирией. Мои родители уехали на север. Мне было годика 2. Мы туда переехали, но потом я вернулся в Уфу. У меня отец Туймазов. Вот, как бы захотел я сам вернуться в Уфу. У меня родители остались на севере. У меня и там же и братишка. А сейчас я себя считаю все-таки уфимцем больше. Москвичом пока нет, но больше уфимцем. А когда-нибудь ты проводил сам ифтар или ты любишь больше сам ходить? Ифтар я не проводил, уразу я держу каждый год, но ифтар я не проводил, на ифтар не приходил, не участвовал, это мой вообще первый в жизни ифтар. Да, вот я вот пришел, меня много раз приглашали, но как-то все вот не мог, вот. Но это мой первый ифтар, поэтому вот я тоже все это советовался, думал, что-то, ну, как бы, что нужно делать, что нужно, может, принести, может, что-то нужно наоборот. Вот, сказали, это просто общение с единомышленниками, вот, поэтому приходи, получай удовольствие, знакомься, что я и сделал. Какие у тебя первые впечатления, вот ты первый раз в штабе? Я прямо думаю, вот, ну, как-то вот захотел чуть ли не жить здесь, вот, как, думал, вот, чтобы меня вот, Луиза, вот, чтобы вот ты меня каждый раз звала, буду везде участвовать,
Но есть, конечно, я так уже пообщался, есть молодежные группы, там до 35 лет есть, постарше. Мы здесь тоже вот пообщались с, так сказать, кому за 35, и мы уже приняли решение, что молодежь пускай отдельно, а мы будем создавать свой клуб, кому за 35, и ни в коем случае молодежь-то не будем пускать. Вот. Скажи, пожалуйста, у тебя есть в семье какие-то традиции, которые ты чтишь? У меня мама верующая, да, поэтому она мне она меня приучила к вере, как держать намаз. Вот я все время у нее спрашивал. У нее был дедушка, мой, получается, прадедушка, мулла. Мусульманство для нас как-то, вот я считаю, что традиция. Самая главная традиция – это вот дружная семья. Вот для меня вот собираться там где-то в деревне, например, там бабушки, дедушки, дяди, тети, там все. У нас бывало негде ночевать, все там уходили по соседям, вот так вот. Но это вот прям такая вот для меня самая важная традиция, что вот, родственники, это вот прям, все. Это жизнь, это веселье, это общение, это и помощь, и радость, и беды все это вместе обсуждали. Поэтому самое главное – это семья. Можешь рассказать, чем кормили и какие у тебя любимые башкирские блюда? Плов пробовал, плов сам люблю готовить. Вот. Плов тоже очень вкусный, прям насыщенный плов был, тоже вот понравился. Вот. И что вот сам люблю, кыстыбы люблю очень. Вот. Кыстыбы вообще обожаю просто. А с чем именно, с какой начинкой? Именно с картошкой. Именно с картошкой это традиционно, там и с кашей пробовал, тоже ем, но с картошкой вот именно маминой вот вообще. А так все было очень вкусно, сладости. Не знаю, даже вода вкусная была. Но я думаю, что это все из-за общения, из-за вот такой обстановки, такой атмосферы. Все друг друга, вот как будто мы все друг друга давно знаем, все общаемся, все как бы дружим, вот, все готовы помочь, обменялись телефонами уже. Ну и напоследок хотелось бы, чтобы ты что-то посоветовал, порекомендовал, напутственные слова для штабовцев и молодежи. У вас все хорошо, то же самое продолжать. Не знаю, мне кажется, вот молодежь, да, прям они, мне кажется, счастливы, что вот их так собирают, их так кучкуют. Они прям, я так смотрю, идут, прям с удовольствием идут. То есть, они, мне кажется, после учебы сразу сюда приходят, вот, здесь живут, вот как-то вот, только домой спать уходят, мне кажется, да. Им здесь нравится, и вот это вот именно... здесь же, вот, то есть, получается, они обрастают друзьями, вот, это же, это дорогого стоит. Поэтому в том же духе продолжать, и чтобы вот кто это организует, сил, терпения, и ни в коем случае не бросать молодежь нашу. Меня зовут Кужахметов Данияс Ринатулла, мен Янсура районынан, Яңывай ауылы. Вот. Расскажи, какие у тебя семейные есть ценности, традиции, которые вы чтите семьей? Уважение к старшим, то есть это поездки в деревню, частые к бабушкам, дедушкам в деревню. Мы очень любим, вот в Зианчурском районе есть родник рядом с деревней Верхняя Муйнаково, и мы туда любим ездить за водой. Берем, то есть баклажки там по 19 литров, 3 штуки, набираем воду, атай адан кыскара, шунда, вот, сәйсіп, үйге қайтабыз. А есть у тебя свои любимые башкирские блюда? Топ-3 назови, пожалуйста. Бірінші бешбармак. Знаете, вот этот суп, который конину кладут, потом говядину и потом курицу, вот этот вот бульон пьешь. И третье блюдо, я бы сказал, пирожки бабушкины. Бәлеші, и картоф мананда, тегіне юа манан, білягін юаны. Это горный лук вот этот вот, юа. Какие у тебя впечатления о штабе и какие напутственные слова ты скажешь своим друзьям и кто первый раз сюда придет? Что хочу сказать, круто, красиво, нам надо то же самое организовывать, только уже от своего имени, от имени представительства, может быть, не знаю. Как раньше могли заменять финики? На какой продукт? Как ты думаешь? Но я бы ел виноград вместо фиников, потому что, там много воды, он такой же сладкий, особенно если виноград без косточек. Вот. А вообще, я вот читал где-то то, что финики как хурма вяжет и такой же по сладкости. Я думаю, хурма тоже неплохо заменит финики. Вот. Где проводился какой-нибудь самый масштабный ифтар, где проводится, и куда бы ты мечтал попасть? Хадж, мечта по-любому хадж. И, наверное, самый мощный ифтар там же был, я думаю, в мечети. Какая у вас любимая башкирская музыка и любимые исполнители? Мне нравится Дервиш Хан очень.
впечатляет. Это башкирский рок, так, к сведению. Вот, она меня очень как бы, впечатлила в свое время. Еще «Караван-сарай», могу вот сказать. Она мне тоже нравится. Тебя что вдохновляет, какая музыка и какие у тебя любимые исполнители? Такая, знаете, новая музыка, это мой любимчик ИНР, если вы его знаете, это Иньяр Османдияров, мой друг близкий, вот, пишет рэп на башкирском, любимая песня «Аккагадан». И второй мой любимый исполнитель, это, конечно же, Алтынай Валитов. Фарид, расскажи, пожалуйста, откуда ты и первый ли раз ты здесь? Я с города Стерлитамак. Да, здесь я первый раз. Как твои впечатления о штабе? Очень приятно, впечатлило. Мне здесь понравилось, здесь уютно. Сразу как зашел, мне сразу понравилось здесь. Я как будто к себе домой пришел. Да? А у тебя дома тоже так роскошно? Нет, у меня дома также широко. Я попробовал картошку с курицей. Очень вкусно все было. Все, что успел, все вкусное попробовал. А есть у тебя любимое башкирское блюдо? Топ-3 назови, пожалуйста. Совсем недавно, первый раз в жизни я покушал бешбармак. В 28 лет первый раз попробовал, и Поздравляю. очень вкусно. Я был прям поражен вкусом, и это, наверное, и на первом месте, и на втором месте, и на третьем месте. А кто готовил, если не секрет? Мама друга в гости ездил. Скажи, у тебя есть какие-то семейные традиции? Можешь о них рассказать? В детстве мы всегда ходили на парад Победы всей семьей. Как раз сейчас, кстати, военнослужащие начинают готовиться к этому священному празднику, да? В детстве ходили всегда с родителями на парад Победы в Стерлитамаке, а потом сразу из-за часового пояса, как он в Стерлитамаке заканчивался, мы шли смотреть по телевизору в Москве, московский парад. И так получилось потом со временем, что я стал музыкантом и повыступал, мне повезло поучаствовать в параде в Стерлитамаке, а потом повезло поучаствовать в параде в Москве. Вот. Готовите ли вы вместе что-то, какие-то блюда, или проводит ли ваша семья ифтары? Обычно собираемся, когда всей семьей, ну да, обычно пельмени лепим, манты лепим все вместе, вот, пирожки готовим все вместе. Как думаешь, для чего проводят эти ифтары? Вообще мне, кстати, понравилось, и я считаю, что это правильно. Во-первых, это объединяет людей. Люди здесь общаются, видятся, делятся многими, например, какими-то своими моментами, да, то есть от таких встреч только одна польза. Ну и плюсом больше знакомых становится. Вот. А какие напутственные слова скажешь для нашей молодежи штаба? Сегодня вечер такой особенный, да, поэтому скажу, что обязательно держите уразу, соблюдайте все столпы ислама, да, прислушиваться нужно к словам, которые красивые слова сегодня сказал Хазрат, да, вот. Больше всего, наверное, веры, да, когда есть вера, мне кажется, нет ничего невозможного. У нас сегодня Микстер Икс. Никто не знает, кто он и откуда. Хотя бы расскажи, как ты узнал об этом мероприятии. Я потом узнаю у этого человека. Да, мероприятие. Это серьезно записывает он? Да. Вы записываете, да? Да. Да. Ну, меня пригласили, я тут бываю постоянно. Да? Да. Как ваше впечатление? Ну, хорошее мероприятие, интересное, можно пообщаться, познакомиться, как нетворкинг, как и для того, чтобы для бизнеса познакомиться с кем-нибудь, так и просто с людьми, у которых есть какие-то определенные интересы. То есть это тоже хороший вариант, потому что любой коллектив формирует какие-то идеи, какие-то проекты и какие-то стремления для того, чтобы взаимодействовать друг с другом. Скажите, вы на каких больших ифтарах вообще бывали и какие вам больше всего запомнились? Все ифтары хороши. Вы сейчас женаты? Нет. Когда вы женитесь, есть ли такие традиции, которые вы хотели бы прививать в вашей семье? Ну, наверное, конечно же, это большие встречи должны быть в семье, когда обсуждаются те или иные проблемы, если мы говорим о семье, потому что если проблемы внутри семьи не решаются, тогда эти проблемы выходят уже за семью, и создается большая проблема для детей, если есть дети в этой семье. Ну и даже между мужчиной и женщиной должны вместе решаться проблемы для того, чтобы не было разногласий, не было потом развода, потому что самая главная проблема 21 века – это разводы. В России, где 80% разводов, в Европейском Союзе, в арабском мире сейчас
сейчас в Египте и в Саудовской Аравии высокий уровень развода. Поэтому, конечно же, это самое главное, наверное. Вы сегодня у нас были в штабе на ифтаре. Что больше всего сегодня понравилось? Пробовали? Ну, плов – самое обычное блюдо, которое все народы любят. Ну, то есть и это и в арабском мире плов, рис любят, и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Средней Азии. Поэтому это блюдо, которое может объединять все нации и этнические группы. А в каких странах вы были? Можете рассказать? Сирия, Ливан, и Турция, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и так далее. Ну, то есть больше в Ближний Восток, потому что я наполовину туда. В чем отличие ифтара в их странах и в нашей стране? Проблема России, в принципе, вообще Рамадана здесь и мусульманских традиций, что если наблюдать вообще в мечетях и так далее, нету такого единства, нету такого формата, потому что тут очень многие разные этнические группы. Если в других арабских странах больше такого формат братства, каждый с друг другом здоровается, каждый знает друг друга, потому что маленькие города, там все с детства знают друг друга. Тут в больших городах, как Москва, намного это сложнее. Люди не знают друг друга, люди не понимают друг друга, люди забывают друг друга. Почему? Потому что все в делах, все в работе, большой город, очень много людей, очень много дел, очень много разных планов в жизни. Это, конечно, заставляет человека только думать о себе, жить в таком эгоистическом мире, где только ты главный, ты только думаешь о своем благе. Отличие, в принципе, если мы говорим отличие ифтаров и отличие культуры мусульманской, в каждой стране отличается в том, что, опять же, там большими семьями все общаются, знакомятся, общаются, потому что там племенная культура, если мы говорим. Зависимо от какой страны говорим. Ливан — это более светская, христианская страна, где основа светские правила. Если мы говорим о Сирии, тоже, например, там везде, в каждом городе есть своя традиция и культура. Конечно, есть отличия большие в культуре, в общении, в формате общения, смотря о каком мы слое общества говорим. Расскажите мне, пожалуйста, именно как ифтар там проводят и в чем их особенности? Там больше в семье проводят. Там нету такого, чтобы было застолье и кто-то встречался дома. Большие семьи, там одна семья большая собирается и кушают. Вот. А какие блюда у них там на столе есть? Салаты всякие, там баба гануш, не знаю, там фалафел, шаурма, картошка. Смотря где, кто, как, в каком городе мы говорим. То есть тут везде разное. Ну, в основе, если говорим, еда Шама. Ну, то есть это Ливана, Сирии и Ирака. Ну, в принципе, похожая кухня, салаты и так далее, и так далее. То есть, в принципе, все одинаково в этом регионе, поэтому как-то так. На Кавказе, например, просто я жил часть жизни, детства на Кавказе, там, конечно, больше любят мясо есть. Ну, кавказцы, чеченцы, дагестанцы и так далее, ингуши. Вот. В других странах меньше мяса едят во время Рамадана, больше там овощей, фрукты и так далее. Как, по вашему мнению, можно заменить финик? На какой из фруктов или овощей? На что можно заменить вообще? В исламе, наверное, нельзя заменить, потому что это традиция. Финики, верблюжье молоко. Ну вот, поэтому нельзя заменить финики на что-то другое. Оран халып кыскыраха киле әйтер һүҙемде, аудио бултыры булмай бөттө түҙемлек. Башҡорт башы тиеп йыуатам да үҙемде, башы эйелмәне, ләкин билем бөгөлдө. Томаланган аңдарыбыҙ алырға ғына килен, беҙ башҡорт уландары үҙеребеҙҙә килен. Расскажи, пожалуйста, как твои впечатления о сегодняшнем вечере? Вечер удался. Знаете почему? Потому что сегодня я пришел сюда, чтобы рекламировать наше шоу. Шутка. Ну ладно, подписывайтесь на наш телеграм. Называется «Салам пополам шоу». Все татары, все башкиры, кто приходит в штаб, приходите и к нам на шоу для того, чтобы познакомиться, найти крутых людей и, конечно, посмотреть на гости вечера. К нам приходят татары, очень много, блогеры. И шизики всякие, и очень крутые парни, веселые и воспитанные. Луиза уже была у нас на «Салам пополам». Сама что скажешь? Прекрасное шоу. Приходят очень яркие личности. Я сама убедилась в этом. Новые знакомства обеспечены. И щеки болят от ваших шуток. От шуток? Ну да. И еда там еще есть. Щеки будут от еды еще болеть. Будет еда. Ты когда была, не было. А еще еда будет, музыка будет, автопати будет. Так что, когда ифтар закончится, мы всех ждем веселиться. А пока подписывайтесь в телеграм-канал «Салам пополам шоу». Ссылочку не забудьте поставить. Ышаныс кешегә иман бирер құҙрәт.
Етеш бүләкләнер, тату өсөн дәүләт. Алыста таралыр безнең шигъри шөһрәт, ниндәй кыенлыктар еңде ялкын гайрәт. Ходайдан таратам ошо дин тәгълимат, дөньяны коткарыр тулы саф мөхәббәт. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели это видео. Обязательно пересылайте всем вашим знакомым, друзьям. Приходите в гости в штаб. И обязательно, конечно, жду от вас ваши комментарии, советы. Я все читаю. Вот сегодня, видите, в платке. И обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши видео, и лайки. Спасибо вам большое и до новых встреч!